Добрый день, уважаемые коллеги! Мы рады приветствовать вас в Коми Республиканском институте развития образования на заседании заместителей директоров, а, э, на заседании Республиканского методического объединения заместителей директоров по воспитательной работе. Тема нашего сегодняшнего заседания – усиление межведомственного взаимодействия в работе с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении. Вопросы улучшения положения детей, семей с детьми являются приоритетными в государственной социальной политике России последних лет. Основные задачи семейной политики сосредоточены на повышении благосостояния семьи, ее значимости для воспитания детей, социальной поддержки семей с детьми. В последние годы меры государственной поддержки семей с детьми стали системными. Взят курс на возрождение семейных ценностей. В нашей повседневной жизни мы нередко сталкиваемся с фактами семейного неблагополучия. Поскольку семейное неблагополучие, нахождение несовершеннолетних в социально опасном положении представляют собой комплексные проблемы, для их решения на территории Республики Коми муниципальных образований эффективно применяется системный подход, основанный на профессиональном взаимодействии всех субъектов системы профилактики. Уважаемые коллеги, вы видите все на экране повестку нашего заседания. К сожалению, сегодня не смогла принять участие в нашем заседании Любовь Васильевна Кимпицкая, но на следующем заседании она обязательно примет участие, и доклад о межведомственном взаимодействии также прозвучит. Для проведения нашего заседания я передаю слово председателю Республиканского методического объединения заместителей директоров по воспитательной работе Дейтер Вере Борисовне. Пожалуйста, Вера Борисовна. Добрый день. Скажите, пожалуйста, меня слышно? Вас слышно и очень хорошо видно. Очень рада приветствовать вас на таком важном заседании, и потому что взаимодействие школы с ведомствами и службами, входящими в систему профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, позволяет включиться в работу на ранних этапах семейного и детского неблагополучия, позволяет сохранить для ребенка семью и ребенка для семьи и снизить риск социальной дезадаптации. И все вопросы, которые входят в нашу сегодняшнюю программу, они, конечно, актуальны. Поэтому хотелось бы обогатиться опытом, задать какие-то вопросы и наметить новые пути межведомственного взаимодействия. Спасибо. Я могу передать слово Ольге Николаевне Королевой, заместителю директора Центра социальной помощи семье и детям города Сыктывкара. Да, Вера Борисовна, Ольга Николаевна, она присутствует здесь, она рядом. Уважаемые коллеги, сегодня мы с вами увидим лучшие практики межведомственного взаимодействия города Сыктывкара, города Воркуты и города Ухта. Пожалуйста, Ольга Николаевна, вам слово. Добрый день, уважаемые участники семинара. В своем выступлении я представлю опыт межведомственного взаимодействия Государственного бюджетного учреждения Республики Коми, Центр социальной помощи семье и детям города Сыктывкара в работе с такой сложной категорией, как семьи, находящиеся в социально опасном положении. Для начала я кратко расскажу о деятельности нашего учреждения. Цель деятельности Центра социальной помощи семье и детям города Сыктывкара – это оказание помощи семьям с несовершеннолетними детьми, нуждающимися в защите и социальной поддержке. Мы обслуживаем семьи, проживающие на территории города Сыктывкара, включая отдаленные районы. Да, это Заречье, Максаковка, Верхний Чов, Сыткыркиш, ну и другие районы. На нашем сопровождении свыше 1000 семей, среди них такие категории, как опекунские приемные семьи, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, семьи, воспитывающих детей с инвалидностью, семьи, находящиеся на межведомственном профучете, семьи несовершеннолетних мам и несовершеннолетних беременных. Наш юридический адрес – город Сыктывкар,
улица Чернова, дом 3. В структуре нашего учреждения 9 отделений. Они расположены в различных частях города. На слайде представлена наша структура. Это организационно-методическое отделение, которое располагается в здании аппарата учреждения. Это отделение социально-психологической помощи, отделение реабилитации детей с умственными и физическими, с ограниченными умственными и физическими возможностями «Надежда», отделение помощи лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и замещающим семьям. И в нашей структуре вы видите 5 отделений профилактики безнадзорности социального сиротства несовершеннолетних. Они располагаются в различных частях города, обслуживают определенную территорию. И основная категория обслуживания – это семьи, которые находятся на межведомственном профилактическом учете. На слайде представлены ключевые нормативно-правовые акты, которые регулируют нашу с вами деятельность в сфере профилактики и безнадзорности несовершеннолетних. Не буду я подробно на них останавливаться, я думаю, каждый из вас видел и знаком с ними, но прежде всего это 120-й закон об основах системы профилактики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних, в соответствии с которым каждый из нас, каждый субъект профилактики осуществляет определенную функцию и в пределах своей компетенции проводит индивидуальную профилактическую работу. Вот как раз-таки на слайде вы видите, сколько субъектов профилактики, и координирующую роль здесь играет комиссия по делам несовершеннолетних, которая есть на уровне каждого муниципалитета. Как раз в комиссии по делам несовершеннолетних аккумулируется актуальный банк данных семей, находящихся в социально опасном положении. И данный банк данных, он ежеквартально, вот, по крайней мере, нашими специалистами актуализируется. Мы проводим сверку семей, семьи вновь поставлены, сняты, поскольку мы обслуживаем абсолютно все семьи, которые попали на межведомственный профилактический учет в категорию СОП. Кроме общего 120-го закона, есть и другие нормативно-правовые акты. На уровне республики это 148-й республиканский закон. Также на уровне республики действуют межведомственные порядки, которыми мы также руководствуемся, но есть еще на уровне муниципалитетов межведомственные порядки взаимодействия. В соответствии с принятыми нормативно-правовыми актами я здесь отразила алгоритм организации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и его семьей. Любая индивидуальная работа начинается с выявления. Да? Выявление может быть на уровне любого субъекта профилактики. Субъект профилактики, выявивший неблагополучие, он проводит сбор информации, наблюдает за ребенком, за семьей. Какой-то бывает внутренний контроль, в частности, в образовательных организациях внутришкольные контроли есть. У нас также есть внутренний контроль. И если мы видим, что семья нуждается в постановке на межведомственный учет, да, мы направляем ходатайство в адрес комиссии по делам несовершеннолетних. Это может сделать абсолютно любой субъект профилактики, выявивший неблагополучие, основываясь на критериях постановки семьи в категорию СОП. Далее на уровне комиссии по делам несовершеннолетних принимается коллегиально совместно со всеми субъектами профилактики решение о постановке семьи на профилактический учет. Данное решение в дальнейшем направляется во все заинтересованные субъекты профилактики, в зависимости от того, какую организацию посещает ребенок и какая ситуация в семье. По состоянию на 1 января
2021 года на межведомственном контроле города Сыктывкара находится 383 семьи, находящихся в социально опасном положении. В данных семьях воспитываются 732 несовершеннолетних ребенка. Среди них дети, мы видим, что наибольшее число детей – это детки школьного возраста. Соответственно, в отношении детей и в отношении их семьи мы взаимодействуем со школами. На втором месте по численности это дети, посещающие детские сады. Таких деток 169. И на третьем месте это дети в возрасте от 0 до 3 лет. Это особая категория, мы уделяем им особое внимание, поскольку это маленькие дети. Здесь мы взаимодействуем с детскими поликлиниками. Как правило, в отношении одной семьи мы взаимодействуем с несколькими субъектами профилактики. Особенно касается, если многодетная семья, да, то там ребенок может быть маленький до 3 лет, то детская поликлиника с нами работает. Если школьник, школа, если садик посещает, то садик. И в общей сложности число организаций партнеров в данном направлении насчитывает 110 организаций. Так, здесь представлены статистические данные о постановке на учет. За 2021 год мы поставили 241 семью в СОП. В прошлом году 150 семей, в 2019 143. Среди наиболее частых причин постановки на контроль специалисты отмечают такие причины, как ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по воспитанию, обучению, содержанию несовершеннолетних, злоупотребление спиртными напитками. Ну и в тройке лидеров находится жестокое обращение в отношении несовершеннолетних. Здесь также представлены показатели семей, снятых с учета за 3 года. Хочу отметить, что все-таки более 50% семей мы снимаем с положительной динамикой. Общей задачей всех субъектов профилактики является снижение в результате ряда профилактических мероприятий численности семей, находящихся в социально опасном положении. С этой целью на уровне каждого муниципалитета реализуется ряд межведомственных механизмов, да, каких-то межведомственных акций, проводятся межведомственные рейды, патронажные выходы, совместные патронажные выходы с субъектами профилактики, межведомственные консилиумы, профилактические акции, мобильные социальные бригады. То есть в каждом муниципалитете, я думаю, свои какие-то мероприятия. В частности, в 2021 году в нашем учреждении было осуществлено свыше 5500 патронажных выходов в семьи, которые находятся на межведомственном профилактическом учете. 313 семей СОП были посещены в рамках совместных выходов с представителями различных субъектов профилактики. Кроме того, специалисты центра приняли участие в 48 межведомственных рейдах, в ходе которых посещено 334 семьи. Помимо общих нормативно-правовых документов, которые регулируют нашу с вами деятельность, у каждого ведомства есть свои приказы ведомственные, порядки, положения. В наше учреждение, как и отделение помощи семье и детям в других муниципалитетах, руководствуется приказом Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми номер 477 об организации работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Согласно данному нормативному акту, в отношении каждой семьи СОП заводится личное дело и разрабатывается индивидуальная программа социальной реабилитации семьи. Я хочу подробнее остановиться на этой форме работы. Индивидуальная программа социальной реабилитации включает в себя комплекс конкретных мероприятий, направленных на решение проблемы семьи, с которыми она столкнулась. Включает проблему, затем прописываются конкретные мероприятия, сроки выполнения мероприятий и лица, ответственные за реализацию того или иного мероприятия.
Среди лиц ответственных наши специалисты, это куратор, который работает непосредственно с семьей, это психолог, при необходимости юрисконсульт. Со стороны субъектов профилактики, ну, в частности, со стороны школ, соцпедагог, прописывается фамилия, контактные данные. И, конечно же, мы прописываем мероприятия, за которые отвечают члены семьи, которая попала на наше сопровождение. И среди ответственных могут быть даже дети, да, если есть какие-то вопросы к ним и есть мероприятия, которые в том числе они должны выполнять. При составлении индивидуальной программы реабилитации очень важно правильно оценить ситуацию и выработать конкретные пути решения, продумать систему оказания помощи. И чтобы индивидуальная программа реабилитации была качественной, понятной для семьи и выполнимой, самое главное, мы привлекаем субъекты профилактики. И перед тем, как провести и реализуем такую межведомственную форму работы, как социальный консилиум. Перед тем, как провести социальный консилиум, мы направляем запросы во все заинтересованные субъекты. Ну, опять напомню, да, в зависимости от того, какую организацию посещает несовершеннолетний ребенок, и опять от проблем семьи. Иногда у нас в отношении одной семьи собирается большая межведомственная команда, присутствуют и школы, и детские сады, и поликлиники, ну и наши сотрудники. В состав социальный консилиум, вот, видно на слайде, да, представители нашего центра во главе с заведующим отделением, специалист по соцработе, который курирует семью, психолог и юрисконсульт. Представители субъектов профилактики, как я сказала, обязательно члены семьи и родственники семьи по согласованию. Пользуясь случаем, я хочу обратиться к образовательным организациям города Сыктывкара, да, поскольку мы вам регулярно направляем приглашения на социальный консилиум, не игнорировать такие приглашения. И если вы физически не можете принять участие в данных мероприятиях, да, понятно, что у всех свои дела, то мы ждем от вас конкретные предложения для включения в индивидуальную программу реабилитации. И очень хотелось бы, чтобы вы их направляли по форме, которую мы вам направляем в запросе. Очень важно знать, да, с кем мы должны взаимодействовать, кто в теме, потому что и какое конкретное мероприятие вы предлагаете включить. Мы ведь не всегда знаем о ситуации, которая происходит на уровне школы, допустим, да, как себя ведет семья в школе, как себя ведет ребенок. И также нам очень важно на этапе исполнения, да, вот это взаимодействие, понимание от вас, информирование о том, выполняется этот пункт или нет. Индивидуальная программа реабилитации составляется в 2 экземплярах, подписывается и семьей, и нашими специалистами. Выдается 1 экземпляр семье, 1 остается у нас. При необходимости, да, по запросу мы также можем индивидуальную программу реабилитации предоставить заинтересованный субъект профилактики. Зачастую эти индивидуальные программы реабилитации запрашивают у нас суд, когда идет какой-то судебный процесс, запрашивает комиссия по делам несовершеннолетних, мы тоже направляем. Особенно, когда речь идет о снятии семьи с контроля, мы проводим подробный анализ, насколько она выполнена. На слайде представлена статистическая информация по консилиумам. В 2021 году мы провели 342 социальных консилиума, в том числе в 69 социальных консилиумах приняли участие образовательные организации. Вы видите их на слайдовой презентации. Вот первый столбец – это школы, второй – дошкольные организации, ну, учреждения здравоохранения и другие организации. Пользуясь случаем, хочу отметить, что наибольшее взаимодействие вот именно по данной форме работы у нас налажено с 9 школы, с 12, с 33 и 15 школы. Следующим этапом реализации индивидуальной программы – это реализация индивидуальной программы реабилитации.
Куратор осуществляет контроль за исполнением всех мероприятий, то есть он взаимодействует с семьей путем патронажных выходов. Мы приглашаем семью к нам в учреждение. Путем взаимодействия с субъектами профилактики тоже важно знать, потому что семья иногда говорит одну информацию, да, что она выполнила данное направление, а на самом деле ситуация другая. Поэтому, опять-таки, на этом этапе мы не можем обойтись без взаимодействия с вами. У нас проводятся при необходимости промежуточные социальные консилиумы, когда требуется серьезная корректировка индивидуальной программы в ходе выявления новых каких-то серьезных проблем в семье. И проходит на заключительном этапе итоговое совещание, итоговый социальный консилиум для того, чтобы принять решение, либо мы закрываем индивидуальную программу реабилитации, либо мы ее продлеваем. Если в семье наблюдается благополучная ситуация, то принимается решение о том, что большинство пунктов или все пункты выполнены со стороны семьи, и логическим завершением является снятие семьи с межведомственного профилактического учета. Вначале я говорила, что инициировать постановку семьи на межведомственный профилактический учет может любой субъект профилактики. Да? То же самое это может сделать любой субъект профилактики в отношении снятия семьи с контроля. То есть вы готовите документы, направляете ходатайство в адрес комиссии по делам несовершеннолетних. Ну, конечно, тут важна оценка еще на межведомственном уровне, поэтому наше учреждение перед тем, как подготовить ходатайство, всегда направляет запросы во все заинтересованные субъекты профилактики, чтобы понять позицию, например, школы или детского садика. И когда все согласны, да, мы направляем полный пакет документов в адрес комиссии по делам несовершеннолетних для того, чтобы приняли решение о снятии семьи с контроля или, наоборот, да, продолжить контроль, если есть какие-то проблемы. В ходе реализации индивидуальной программы реабилитации мы предоставляем социальные услуги семьям и привлекаем семьи в различные программы и технологии, которые реализуются в нашем учреждении. У нас их немало. Надо сказать, что они классифицированы по разным блокам. Я остановлюсь на двух крупных блоках. Это программы, направленные на повышение уровня родительской компетентности, и программы, которые направлены на профилактику девиантного поведения. Вот когда мы работаем с семьями, мы смотрим проблему в семье и выбираем программы, подходящие для этой семьи, удобные, да, по графику, и прописываем также их в индивидуальной программе реабилитации. Так, наиболее популярной программой является программа «Невероятные годы». Вы видите на слайде цель научить родителей справляться с детским непослушанием. Она рассчитана на родителей, воспитывающих детей от 3 до 8 лет, и на родителей, которые испытывают трудности воспитания детей. Курс программы состоит из 12 тренинговых занятий. Они проходят еженедельно в удобное для родителей время вечернее в течение 3 месяцев. Следующая программа – это программа уже, если та программа направлена была на профилактику жестокого обращения, да, то вот тренинговая программа для родителей «Детство. Территория добра» – это уже коррекционная программа, и мы привлекаем в тренинговые занятия родителей, которые попали на профилактический учет, и в первую очередь родителей, которые совершили жестокое обращение в отношении детей. Цель занятия – развитие навыков ответственного родительства с отказом от насильственных методов воспитания. Она также содержит курс тренинговых занятий, который реализуется в течение 3 месяцев. За год мы стараемся реализовать 2 курса в первом и во втором полугодии.
Методика «Детство без слез» – это очень популярная методика. Она реализуется, я думаю, не только в Сыктывкаре, и в других муниципалитетах. Цель ее – формирование негативного отношения к жестокому обращению с детьми. Она реализуется с 2011 года. Родители просматривают и прослушивают видео, аудиоматериал, который демонстрируется в течение 5 минут. Он никого не оставляет равнодушным. Мы также его просматривали на своих методических объединениях. По итогам просмотра психолог проводит беседу. Родитель делится своими впечатлениями, психолог проводит коррекционную работу на месте, да, и потом родитель пишет отзыв. Эта программа очень популярна, мы ее используем в отношении всех семей, которые попали к нам на сопровождение, и также в профилактических целях. Мы выезжаем в трудовые коллективы, и в образовательные организации с этой программой, и в торговые центры в рамках проведения каких-то акций. Программа «Школа осознанного родительства» – это программа профилактическая, она направлена на гармонизацию детско-родительских отношений. Ее могут посещать абсолютно любые родители, не обязательно находящиеся на учете. Включает в себя 3 курса тренинговых занятий, каждый курс 14 занятий. Это курс для родителей дошкольников, для родителей младших школьников и для родителей подростков. В течение года мы стараемся, чтобы каждый курс был реализован. Следующий большой блок программ – это программы, направленные на профилактику и коррекцию девиантного поведения. Это программа «Ресурс». Цель ее – психологическое сопровождение несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом. И эта программа является основным реабилитационным направлением в работе с данной категорией детей, реализуется более 10 лет. Программа также включает в себя курс тренинговых занятий. Немножко расскажу об истории реализации программы. Мы изначально ее организовали совместно с уголовно-исполнительной инспекцией в отношении условно осужденных несовершеннолетних, с которыми до сих пор работаем. Они нам помогают привлекать детей на данные тренинги. Мы также осуществляем с ними рейды совместно ежемесячно в данную категорию семей и осуществляем взаимный обмен информацией по данным несовершеннолетним. Привлекаем также их в социальные консилиумы. Эта программа реализуется в течение 3 месяцев. 1 раз в неделю детки приходят. С 2016 года мы подключили еще тренинговые занятия для родителей. То есть первый час идет тренинг для детей, а следующий час идет тренинг для их родителей. То есть эффективность, конечно, возросла данной программы. Она, отмечу, рассчитана исключительно на детей, которые уже совершили то или иное правонарушение. Следующая программа – тренировка замещения агрессии АРТ. Это программа профилактическая. Она направлена на детей школьного возраста. Цель ее – профилактика агрессивного поведения несовершеннолетних в детском подростковом возрасте, воспитание толерантности в подростковой среде. Сейчас есть на самом деле проблемы, когда ребенок не может противостоять негативному воздействию, дожиму группы, проявляют агрессию. И вот как раз эта программа, она учит замещать агрессию, учит вести себя эффективно в среде сверстников. Программа состоит из 30 занятий, также курс 3 месяца. Детки здесь встречаются чаще, 3 раза в неделю. Надо сказать, что, как правило, группа детей, которая приступила к началу занятий, на конечном этапе выходит в том же составе, потому что детям очень нравится. Еще раз отмечу, эта программа рассчитана на детей, которые не попали на межведомственный учет. Она профилактическая. В завершении хочу сказать, что все программы, технологии у нас объединены в один сборник реабилитационных программ. Он классифицирован в
все программы классифицированы по проблематике, там есть все сроки, все условия посещения данных программ. Мы довели эти сборники до всех субъектов профилактики и делаем это ежегодно, поскольку сборник постоянно пополняется новыми технологиями. Более того, мы ежегодно утверждаем график реализации всех программ и доводим его до всех субъектов профилактики. И еще у нас есть такая форма для родителей, как реестр реабилитационных мероприятий. Мы доводим этот реестр до всех родителей, которые попали к нам на профилактический учет, для того, чтобы они могли спланировать, да, свое время, записаться своевременно и посещать те или иные технологии. Пользуясь случаем, я хочу обратиться к образовательным организациям, но прежде всего Сыктывкара, поскольку мы эти программы на территории города Сыктывкара реализуем, чтобы вы доводили информацию до родителей, да, о том, что есть такой ресурс в городе, и не обязательно находиться на профилактическом учете. Эти все тренинговые программы, они все бесплатные, и мы всегда свободно можем принять и записать ребенка или родителей на ту или иную программу. Понятно, индивидуально мы не можем всех пригласить, да, на индивидуальную работу. Индивидуально мы работаем с семьями, которые попали на межведомственный профилактический учет, а также с семьями, которые признаны в установленном законодательством порядке, нуждающимися в социальном обслуживании. У меня все. Спасибо, Ольга Николаевна. Да, большое спасибо. Вот к вам уже поступили вопросы. И первый вопрос от Оксаны Смирновой. Как, где и когда можно записаться на тренинговые программы? 21 46 47 телефон. 21 46 47. Да, я еще добавлю. Мы сейчас формируем, как я сказала, утверждаем графики всех программ, и мы доведем их до управления образования. Поэтому я думаю, что в управлении образования это будет информация, и, ну, соответственно, там, наверное, вам передадут. Можно также обратиться по телефону 21 46 47, где вы получите подробную консультацию, информацию, в какие сроки, на какой площадке будет реализовываться та или иная программа. Также я могу передать вам такой сборник. Да, вот мы вопрос сейчас как его раз обновим, есть. да, и передадим и вам, и также обновленный передадим в управление образованием. Уважаемые коллеги, как только мы получим данный сборник, мы его разместим у нас на портале, там, где размещается информация по республиканским методическим объединениям, именно в разделе «Заместители директоров по воспитательной работе». Уважаемые коллеги, так, еще один вопрос. Валентина спрашивает, можно записаться на тренинговые программы учащимся и родителям Выльгарта? Приезжать мы не отказываем. Имеется такая практика, вот как раз по проекту «Ресурс» к нам приезжали детки с Выльгарта. Спасибо большое, Ольга Николаевна. Уважаемые коллеги, я напоминаю, что в разделе «Вопросы» вы также можете задать любой вопрос, и мы с удовольствием вам ответим. Ну что, мы поблагодарим Ольгу Николаевну за прекрасный опыт города Сыктывкара. А сейчас мы передаем слово Муравьеву Виталию Викторовичу, директору средней общеобразовательной школы номер 7 города Ухты, который поделится опытом именно организации межведомственного взаимодействия в работе с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении. Виталий Викторович, мы вас видим. Очень приятно вас видеть. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Вас видно, вас очень хорошо слышно. Даем вам слово. Итак, еще раз здравствуйте, уважаемые коллеги. Хотелось бы рассказать об опыте межведомственного взаимодействия в городе Ухта и, в частности, в нашей небольшой школе. Школа у нас небольшая, всего 315 учащихся. Так же, как и в городе Сыктывкаре, и как в любом муниципалитете
разработан в городе Ухта межведомственный план взаимодействия. Мы очень тесно сотрудничаем со всеми субъектами профилактики. Что хотелось бы сказать и что хотелось бы отметить. Как у нас построена работа? Ну, самое главное, что ежедневно мы проводим мониторинг посещаемости учащихся. То есть до 10:00 каждый руководитель образовательной организации знает, сколько у него детей в школе, кто отсутствует и по каким причинам. Соответственно, если причина это неуважительная, то мы выходим в семью, связываемся с родителями и проводим определенную работу по устранению данных причин. Также у нас проводятся рейды по выявлению несовершеннолетних, не приступивших к занятиям, которые окончили школу и которые, к сожалению, есть такие дети, нигде не работают и нигде не учатся. С ними работают также все субъекты профилактики. Совместно посещаем семьи, изучаем жилищно-бытовые условия учащихся, выявляем и отрабатываем информацию по родителям, которые уклоняются от выполнения обязанностей по воспитанию и обучению своих несовершеннолетних детей. Также мы проводим беседы с родителями. К нам на родительские собрания выходят представители, ну, всех субъектов профилактики. Это и прокуратура, это и комиссия по делам несовершеннолетних, это и инспектора отдела полиции по делам несовершеннолетних, и Следственный комитет, и учреждения здравоохранения также выходят к нам на родительские собрания. Как на родительские собрания классных коллективов, также и на общешкольные родительские собрания. Таким образом достигается непосредственное доведение информации до законных представителей, и представители субъектов профилактики отвечают на те вопросы, которые непосредственно волнуют родителей и законных представителей. Очень хорошо поставлена работа у нас по выявлению фактов жестокого обращения. В этом направлении у нас работают также все субъекты профилактики. Хотелось бы привести, ну, наверное, один из последних примеров. К нам в школу поступил звонок, анонимный звонок с информацией, что в семье мама плохо выполняет свои родительские обязанности. То есть употребляет алкогольные, периодически употребляет алкогольные напитки. Незамедлительно мы вышли в семью, там дети, которые, два ребенка, один ребенок обучается во 2 классе, второй ребенок обучается в 4 классе. Вышли в семью, обследовали жилищно-бытовые условия со своими коллегами. Вроде бы на первый взгляд все было хорошо, все было нормально. У детей есть рабочее место, есть одежда, есть спальное место. Но в процессе профилактической беседы именно с мамой выявился тот факт, когда разговор зашел о методах, которые мама применяет к детям в качестве поощрения либо наказания, выяснилось, что мама применяет те методы, которые недопустимы законом. А именно выявился факт жестокого обращения с детьми. Мама незамедлительно была уведомлена о недопустимости, и были подключены все органы и субъекты профилактики. Как результат, дети были изъяты из семьи, мама была признана виновной по уголовной статье за систематическое
издевательство над детьми по 117 статье, вот, и лишена родительских прав. На сегодняшний момент дети переданы отцу, который именно на момент посещения семьи не участвовал в воспитании детей. С этим папой также была проведена огромная работа всех субъектов профилактики для того, чтобы он принял решение о необходимости воспитания детей. И на сегодняшний момент дети проживают с отцом, и все у них хорошо. Все у них хорошо. Так. Что еще хотелось сказать? Организуется внеурочная занятость. В частности, в нашей школе практически 98% детей охвачено внеурочной занятостью. Таким образом, достигаются те моменты, которые исключают вовлечение детей в какую-то незаконную деятельность. Особое место, естественно, уделяется у нас детям из семей социально опасного риска, а также детям, которые стоят на различных профилактических учетах. По взаимодействию с учреждениями культуры, также с учреждениями физкультуры и спорта организуются различные мероприятия. Например, вот буквально недавно у нас было организовано массовое катание с детьми и родителями в Ледовом дворце. Также у нас организуется летняя занятость детей в виде трудовых отрядов, в виде детских оздоровительных лагерей, где активно принимают, опять же, участие у нас все субъекты профилактики. Проводятся у нас беседы, проводятся у нас различные мероприятия с данными детьми, вот, что влечет за собой, естественно, улучшение настроя детей. Также увеличиваются показатели лояльности детей к учебе. Вот. Так, уважаемые коллеги, большое спасибо за внимание. Доклад окончен. Спасибо большое, Виталий Викторович. Мы бы хотели, чтобы вы, возможно, ответили на вопросы наших коллег. Подключитесь, пожалуйста. Да, конечно. Ага. Скажите, пожалуйста, а сколько школьников у вас в школе? Какой контингент? У нас в школе 315 детей. У нас школа небольшая, школа поселковая, поэтому количество детей у нас достаточно небольшое. Хорошо. Мониторинг совершения правонарушений, преступлений, он ведется. Есть у вас правонарушения, преступления или их нет? Правонарушения есть. У нас есть дети, которые у нас состоят на учетах. Их 15 человек. К сожалению, правонарушения есть. И особое внимание мы уделяем именно для профилактики вот этих правонарушений. Как я уже говорил, очень тесно взаимодействуем мы со всеми органами субъектов профилактики. Хорошо. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, есть ли у вас вопросы? Спасибо большое. Продолжаем. Вера Борисовна, вам слово. Спасибо большое, Виталий Викторович. Вы озвучили очень важные моменты по профилактике преступлений, правонарушений, в общем-то, по профилактической работе с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении.
процесс перевоспитания, как и процесс обучения должен строиться с учетом индивидуально-психологических свойств подростка. И очень важно как раз вот взаимодействовать с семьей для того, чтобы научить правильно взаимодействовать родителей с подростками и наоборот. И, конечно же, вы озвучили, что важно, в какую деятельность включен ребенок, и это внеурочная занятость, это различные кружки, секции, вовлечение в спортивные кружки. Конечно, нужно учитывать интересы подростков. И все мы заинтересованы в том, чтобы был положительный результат. Очень интересно теперь послушать опыт работы Александры Евгеньевны, заместителя директора по воспитательной работе школы номер 34 города Воркуты. Передаем слово, если это сейчас возможно. Коллеги, нас слышно? Слышно. Слышно вас. Приветствую всех участников сегодняшней встречи. Наше учреждение, школа номер 34 города Воркуты, находится в отдаленном от города поселке. На данный момент в школе обучается 67 учащихся. По данным социального паспорта, на начало учебного года в нашей школе 5% родителей, законных представителей, имеют высшее образование. 30% родителей не имеют никакого профессионального образования, только школьный аттестат. 39% детей воспитываются в многодетных семьях, где более 3 детей. 21% обучающихся воспитываются в неполных семьях. Из этих данных видно, что социальная ситуация на нашем поселке непростая. Контингент родителей требует пристального внимания со стороны школы, субъектов профилактики, социальных служб. Поэтому раннее выявление социального неблагополучия – одна из важнейших форм профилактики безнадзорности и правонарушений в нашем учреждении. Работа в данном направлении ведется в соответствии с нормативно-правовыми документами. Приказом директора школы утверждено положение о профилактической работе с семьями и несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении, в соответствии с которым выработаны единые требования и подходы в профилактической работе по раннему выявлению семейного неблагополучия детей. Сформирована система профилактических мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих социальному неблагополучию совершеннолетних. Установлен порядок взаимодействия с субъектами профилактики по выявлению детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и оказанию им необходимой квалифицированной помощи. Также разработаны карта индивидуального профилактического сопровождения семьи учащегося, форма уведомления о факте нарушения прав и законных интересов несовершеннолетнего. Разработан акт первичного обследования условий жизни и воспитания обучающегося. Справка по итогам рейда в семью обучающегося. За каждым учащимся, поставленным на внутришкольный учет, закрепляется педагог-наставник, который курирует индивидуальный маршрут сопровождения ребенка. В целях сбора всесторонней объективной информации о контингенте учащихся и их семьях, социальных условиях развития детей, в начале учебного года каждым классным руководителем оформляется социальный паспорт класса. Данные в социальный паспорт вносятся после посещения всех семей. Особое внимание семьям первоклассников. Выявляются социально-бытовые условия проживания семей, состав семей, образовательный уровень родителей, их возраст и, конечно же, профессии. Когда дети приходят к нам в первый класс, мы уже имеем представление о каждой семье первоклассника. Благодаря тесному сотрудничеству с детским садом «Синичкой» и поселковой поликлиникой, участковым педиатром. Для нас очень важно иметь информацию о каждой семье, установить партнерские отношения с семьей каждого ребенка, создать атмосферу взаимной поддержки и общности интересов. По итогам социального паспорта мы имеем информацию о детях, которые имеют статус ОВЗ или детях с инвалидностью, а также о детях, которые находятся на домашнем обучении, об опекаемых детях, о детях, которые проживают отдельно от родителей, об учащихся, состоящих на различных видах учета, об учащихся, вернувшихся из исправительных учреждений, о детях, проживающих в многодетных семьях, малоимущих семьях, о семьях, которые находятся в данный момент в трудной жизненной ситуации, о детях, проживающих в семьях, где воспитанием занимается
один отец или, наоборот, мать, о семьях, в которых родители безразлично относятся к воспитанию детей, и, конечно же, о семьях, которые состоят на различных видах учета. Если выявляется факт социального неблагополучия, семья решением Совета профилактики ставится на внутришкольный учет. Разрабатывается индивидуальный маршрут сопровождения семьи во взаимодействии с субъектами профилактики. На заседание Совета профилактики обязательно приглашаем инспектора по делам несовершеннолетних, который курирует нашу школу, особенно если это проблемная семья. Нам важно обсудить проблему неблагополучия семьи и ребенка и совместно найти пути и способы ее решения. Бывает так, что причиной неустроенности жизни семьи, разногласий между родителями и детьми является незнание родителей о том, как можно решить тот или иной вопрос и не допустить конфликтной ситуации в семье. Поэтому в работе с семьей мы делаем упор на просвещение родителей. В рамках плана родительского всеобуча совместно с субъектами профилактики и социальными службами города нами реализуется проект, в котором обозначены просветительские мероприятия с родительской общественностью. На встречи с родителями неоднократно приглашались директор Центра психологической, педагогической, медицинской и социальной помощи Лора Артошина-Суворова, медицинский психолог Тамара Михайловна Царькова, отец Рафаил, курирующий учреждение инспектор Александр Владимирович Попов. Вопросы, которые были рассмотрены в течение прошлого и текущего учебного года на общешкольных собраниях, в том числе и в дистанционном формате, с привлечением субъектов профилактики и социальных служб города, таковы: роль современной семьи в формировании личности ребенка, особенности современной семьи, эмоциональные риски современной семьи, их влияние на ребенка, духовные основы современной семьи, ответственность родителей за противоправные действия несовершеннолетнего, информационную угрозу современного общества, социальные сети и жизнь детей в них, одинокий ребенок в современном мире, модель современного друга, режим дня в жизни ребенка, правила общения с подростком в конфликтной ситуации, подростковый возраст, его особенности. Что делать, когда не находишь контакт с собственным ребенком? В процессе родительского всеобуча осуществляется разностороннее просвещение родителей, правовое, расширение знаний родителей о психологии семейных и детско-родительских отношений, овладение коммуникативными навыками сотрудничества и эффективного детского родительского взаимодействия. Действенность этих мероприятий заключается в практикоориентированном подходе к проведению этих встреч. То есть родители могут не только получить какие-то психолого-педагогические знания, но и обменяться опытом, предложить свое видение проблемной ситуации и выхода из нее. Результаты нашей работы представлены в таблице. Анализируя представленную информацию, можно сделать вывод, что социальная ситуация на протяжении 3 лет стабильна. В данный момент у нас нет семей, в которых выявлено социальное неблагополучие. Данные таблицы также подтверждают эффективность профилактических мероприятий и убеждают нас в том, что сотрудничество семьи, школы, социальных служб, субъектов профилактики, построенное на доверии, уважении, поддержке и помощи, приносит положительные результаты. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Александра Евгеньевна. Нам интересно было послушать, как у вас в школе построена работа с несовершеннолетними семьями, находящимися в социально опасном положении. Желаем вам успехов в вашей деятельности. Анжелика Васильевна, Да. мы подходим Сейчас, к подождите. Да, Вера Борисовна, спасибо. Спасибо большое, Александра Евгеньевна. Уважаемые коллеги, наверное, сейчас на местах наши муниципалитеты послушали и опыт Центра социальной помощи семьи, и наших 2 образовательных организаций. И, возможно, появился очередной повод, наверное, проанализировать свою работу, посмотреть, как выстроена работа у вас с субъектами
субъектами профилактики в вашем районе или конкретно вашей образовательной организации с субъектами профилактики. И, возможно, даже инициировать, да, в ближайшее время какое-то общее такое собрание, где посмотреть, потому что работу, вот прекрасный опыт был показан Ольгой Николаевной, да, очень заинтересовала эта индивидуальная программа реабилитации семей, она очень интересная, если, мне кажется, в каждом населенном пункте появилась бы вот такая вот программа, которая работала, мне кажется, был бы очень хороший эффект. Хочется поблагодарить всех спикеров, которые сегодня приняли участие в нашем заседании, всех участников, которые нашли время, практически в рабочую, у вас только закончились уроки, а у кого-то еще они идут во второй смене, но все-таки вы нашли время, мы благодарим вас за это. Напоминаем, что запись данного заседания вы можете пересмотреть, да, оно появится завтра в нашем видеозале, на нашем сайте. То есть если кто-то опоздал или были какие-то технические неполадки, вы сможете пересмотреть наше заседание. Ну а всем вам я желаю, конечно же, семейного благополучия, счастья, здоровья в наше непростое время, мудрости и счастья вам. До свидания. До свидания.